Уважаемый имам Али Шарипович, уважаемые гости, я вас искренне приветствую на узбекской земле. Хош келепсиз Узбекистане. Я чувствую большой гордости, вспоминаю визит президента Республики Узбекистан, Таджикистан, такое радушие, гостеприимство. Я думаю, этот был визит историческим, потому что мы с имамом Али Шариповичем многие вопросы поставили, чтобы решались эти вопросы во всех направлениях. Я хочу сказать, что логическим продолжением этого визита, вот сегодня я скажу, что это исторический визит, первый государственный визит президента Республики Таджикистан, уважаемого имама Али Шариповича, в Узбекистан. Я считаю, что вот сегодня, если говорить о нашем визите, между этими с марта до сегодня многое изменилось, многое то, что мы с уважаемым имамом Али Шариповичем договорились, она воплощается в жизнь. Самое главное, в политическом отношениях у нас появилось искреннее доверие друг к другу, повысилось доверие во всех отношениях наших отношений, потому что, понимаете, мы с вами историческое дело сделали, подписав о границах между нашими странами. 16 пунктов границы открыты. Имам Али Шарипович, на каждый день минимум 20 тысяч проходит. И я хочу, мы с вами об этом говорили, если посмотреть, глаза, радость этих людей, это воля двух президентов, вот создали такие условия. У нас МПК уже начала реально, раньше если формально работала, сейчас реально работает. Только в этом году 4 раза встречи. 2 в Таджикистане, 2 в Узбекистане, это под руководством премьер-министров. Это очень солидно, это мы правильно с вами сделали, что они продвигают все вопросы, потому что проблем накопилось очень много. И я думаю, что в будущем у нас потенциал, если мы вот так будем работать, а я думаю, что мы будем работать, у нас потенциал довести товарооборот до $1 миллиард. А мы можем это довести, потому что у нас очень искреннее желание, транзитные вопросы, транспортные вопросы. Если мы в прошлом году у нас только один рейс был, Душанбе, авиарейс Ташкент, сегодня уже Душанбе, Самарканд, Самарканд, Душанбе, Душанбе, Бухара, Бухара, Душанбе. Такого, за 27 никогда не было. И это говорит о том, что мы на самом деле открылись. Какие бы вопросы ни были, да, они тяжелые, но их надо решать, для этого мы есть. И я думаю, что железнодорожные маршруты, автотранспортные маршруты открылись. И вот этот товарооборот, который увеличится, и те вопросы, которые мы начали создавать, я думаю, там вопросов очень много. Потихонечку мы будем их решать, чтобы на самом деле мы все эти вопросы тарифа, создание преференционных ЕС на наших железных дорогах, наши коллеги будут разговаривать и решать много вопросов, но самые главные вопросы. Не надо искать прибыли, а надо друг друга понимать и помогать. Вот моя такая видение завтрашних наших всех отношений во всех направлениях. Конечно, водных вопросов, они были тяжелые, но воля ваша, совместно со мной, мы сказали, что этими вопросами больше вопросов быть не может. И вот на самом деле мы год в такой атмосфере работаем, у нас вопросов нет. И люди понимают, можно же, оказывается, решать все вопросы, когда сесть за стол переговоров, чтобы была политическая воля президентов двух стран. Она есть, и есть реальный результат. И люди это прекрасно понимают, и на самом деле мы в будущем еще, сегодня, я думаю, мы с вами поговорим, у нас есть о чем говорить, то, что мы говорили о гидроэлектростанциях, совместное строительство. Сегодня надо уже конкретно договориться, и теперь уже международные финансовые организации, они с удовольствием идут на региональные проекты Таджикистана, Узбекистана. Если мы договоримся, мы с вами сегодня договоримся быстренько, какой-то совместный проект. Начало нашего серьезного пути будет совместного применения. Нам сегодня есть о чем поговорить.
политических вопросах. Я думаю, мы сегодня очень серьезно, сегодня время на международной арене, на региональной арене, двухсторонней арене. Есть проблема серьезная Афганистана. Мы обо всем сегодня поговорим, потому что у вас есть опыт в этом большой. Мы вместе с вами об этом очень много разговаривали. Я очень сегодня надеюсь, что сегодняшние наши переговоры, сегодняшние наши встреча, вот, насыщенная у нас повестка дня сегодняшнего, вы знаете, это будет переломным моментом, и это будет тем большим импульсом. И ваш визит в Узбекистан, первый государственный визит, мы сделаем все, чтобы он был на самом деле историческим, чтобы результатами этого дня, этого визита, он надолго служил для будущих двух народов. Я еще раз вас приветствую, Имамали Шарич, в Узбекистане. Хош келепсиз в Узбекистане. Большое спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович. Благодарю вас за приглашение посетить братский Узбекистан с государственным визитом. Большое спасибо за исключительно теплый прием. Рад возможности обсудить с вами состояние и перспективы таджикско-узбекского сотрудничества и актуальные региональные вопросы. Ваш исторический визит в Таджикистан стал фактором динамичного развития всего комплекса добрососедских отношений наших стран. Убежден, что наши сегодняшние предстоящие переговоры дадут новый импульс, мощный импульс этому созидательному процессу. Я полностью согласен с высказанным вам только что мнениями. Действительно, за короткое время в этом году почти 2 раза увеличился товарооборот между нашими странами. А самое главное, то, что я хотел от имени таджикской делегации выразить вам еще раз искреннюю благодарность за такую теплоту, за такую встречу. За 27 лет у меня первый государственный визит к дружеству Узбекистану. Это, конечно, может быть, для нас с вами так означает встречи теплые, а это очень важно для наших народов. Это не просто сделано вот именно искусственно, это искреннее желание наших народов, чтобы дружить, сотрудничать, работать, посещать. Очень много. Недавно вот приехали наши делегации, интеллигенции, представители деятелей науки, искусства. Так, я бы сказал, они, когда я их принимал, руководитель делегации, они часами говорили. Я думаю, что это даст хороший результат. Обязательно. Так, у нас есть достаточно очень сильная политическая воля, между нами нечего делить. Мы по всем сложным вопросам нашли, именно подписали соответствующие наши двусторонние соглашения, они реализуются. Результат налицо, то, что вы говорили, особенно по таким очень острым вопросам по водной энергетике. И в прошлом, и в этом году, когда договаривались, хотя год очень сложный, засуха, маловодье, но мы придерживались, старались, чтобы помочь, поддержать нашим соседям. Я думаю, что и в дальнейшем такая же будет именно активное сотрудничество. Вы знаете, то, что я извиняюсь, то, что я предложил, нам надо совместное строительство. Это надо быстрее начать. Никаких вопросов потом, истории никто не забудет даже, ту историю, которая нам не нужна. Да. Понимаете? Большое спасибо еще раз от имени таджикской делегации, от имени таджикского народа. Искренне передаю вам теплые приветствия и пожелания вам и братскому узбекскому народу мира, процветания, благополучия, еще раз процветания. Я вижу, как меняется облик не только Ташкент, и как страна развивается, как быстро за короткое время Узбекистан о себе дал знать международному сообществу. То есть
рейтинг Узбекистана очень высоко сейчас в международном сообществе. Это о многом говорит. Я думаю, что и будет наша страна и свадьба, и все радости, и будет инвестиция, и мы сообща можем решать очень много социальных таких сложных вопросов в нашем регионе. Еще раз большое спасибо. Рахмат. Спасибо, Борис.